Эта история называется «Джеза». Кара. Запомни, брат, власть мстительна, коварна. Это тот театр, который хочется смотреть, тот театр, в который хочется ходить. То есть все не примитивно просто на поверхности, аллегорично, символично, глубоко. Хочется задуматься, хочется найти ответы на вопросы, хочется ковыряться в истории, внутри себя, вокруг. Я считаю, что сегодня в нашем городе произошло историческое событие, с которого, видимо, начнется точка отчета, потому что спектакль совершенно в новом формате. Очень глубокая работа проведена, историческая работа, техническая работа. Он погружает полностью внутрь себя, ты оказываешься в этой эпохе, начинаешь рефлексировать, анализировать какие-то вещи из своей жизни, внутри себя, из истории своего народа. И я думаю, что в будущем нас ждут удивительные вещи, потому что я в полном восторге, меня до сих пор переполняют эмоции. Чохсау. Видно, насколько много работы вложено в эту театральную постановку, насколько все продумано до мелочей, и для нашего народа это очень важно. И если мы будем внедрять в такие мероприятия историю, мы можем также популяризировать эту историю среди нашего народа, что сейчас очень актуально. Я просто в культурном шоке. Свет, голос, игру актеров — это просто, отточено, я не знаю, меня это просто поразило. Не то чтобы даже поразило, и я знаю, что Джан Лу, если что-то делают, то они делают на уровне. Второе, что хотела отметить, было интересно именно вот в такой форме, живой, нашу историю узнавать. Изначально, спектакль ставится для того, чтобы, наверное, сравнить то, что было раньше, то, что сейчас. Правильно было отмечено, что мы переживаем то же самое и сейчас, и этот клубок, он вьется бесконечно, потому что мы никак не можем осознать то, что происходит с нами. Бүгін біз Фенер адлы театр лабораториясын башламаға тырыштық. Яңы бір ижади бірлешме дүнияға кетіре жатырмыз. Бұл бірлешме, бұл ижади бір эв дейік, бір құрым әлбет темелден башламақ керек. Бір evnin temeli olmaz gibi. Bu bizim laboraturyamızın da esası elbet dramaturgiya olmak gerek. Dramaturgiyanın elbet başlangıcı, milli dramaturgiyanın başlangıcı bu bizim tarihimiz. Tarihle, ecdatlarımızla bağımız üzülmemesi için ve bizden son gelecek nesillerge bu tarihi kandaşlık ipi taşlanması için, uzatıp verilmesi için bu mevzunu ve aynı bu piyasanı seyircimizge yetkizmeye tırıştık. Bugün yakkan bu ateşimiz, bu ışığımız bilgi ve arzu ışığıdır. Сегодня быть не может без вчера, как завтра быть не может без сегодня. Ты за лесбиянство! Шахматный игрой! За аплатизма! Крым! Шлифа! Аминь.
Пек мераклы бір тет боролды спектакль «Буюк бір себеде кечті» Ильмар Аблаев. Ақиқи талант, ақиқи истидат демеген мүлкін. Ве бұл мевзуны мен пек яқшы білем. Экскурсовод болып çalışқанда бір группаға Нұрсұлтан ақында айтайдым. Это просто гениально, то, что он сделал. Это огромный труд. Он очень талантливый человек. Я очень благодарна, что он мне предложил в своем спектакле поработать и сыграть эту великую царицу. Моя героиня, она очень удивительная женщина. И я как-то теперь я уже буду все больше и больше собирать и читать и узнавать информацию о ее жизни, о время ее правления, о ее взаимоотношении как государственной личности, потому что 500 лет тому назад женщина и с такой мудростью, с таким умением быть рядом со своим мужем, с правителем и быть ему другом, советчиком. Я думаю, что это удивительно. Формат перформансов я видела, но крымско-татарское воплощение для меня такое впервые. Вот. И это большой прорыв, я считаю. Я хочу, чтобы это повторялось, и это стало нормой, что мы можем делать так, что мы можем делать лучше. Это был необычный вечер. Славно, что создали такое. Показали как бы обратную сторону медали. То, что вот многие нарисовали, золотую эпоху. Но есть еще и много черной, наверное, эпохи. Но нельзя как бы говорить, что там все было действительно иллюзорно, красиво. Были, да, такие моменты. Вот. Ну, надо действительно делать выводы, вот, и идти дальше вперед, и не создавать, и не повторять ошибок, которые были в прошлом. Перформанс был потрясающий просто. Можно проводить какие-то параллели, делать какие-то выводы, но игра была очень сильная, и я буду ждать с нетерпением следующего спектакля. На самом деле смешанные очень чувства, потому что пытаешься погрузиться в историю и понять этого персонажа, то какой он был, какие у него привычки, характер, повадки, какие манеры, какую цель он преследовал в своей жизни и чего он хотел добиться. И здесь было очень сложно, но я надеюсь, что с этой ролью справился, и когда ты находишься на сцене, очень много зависит от того, насколько ты понимаешь этого персонажа. Я работаю с Ильмар Ага уже не первый раз. Вот мы работали с ним в Муптиля, в замечательном проекте. Доверяю Ильмар Ага. Начинали мы, конечно, с читок в подвале, там каком-то в какой-то комнатке, там 2-3 человека читали, там что-то, находили какие-то моменты, какие-то мелочи в диалогах. Потом потихоньку становились на ножки, там же в подвале, потом уже начали переходить на более крупные площадки и масштабы, и вот сейчас мы здесь. Все получилось. Шкуралая. Молодежь очень талантливая. И те ребята, с которыми я сегодня играла на сцене, ну, вы знаете, они короля играет свита. И сегодня мне царицу помогали играть именно эта молодежь, это талантливая молодежь, и они просто делали меня царицей. Я им очень благодарна. Біз бұл перформансқа пек чоқ ғайелер, пек чоқ маналар сақламаға тырыштық. Келген сейіржілер оны көріп, өзлеріне бір құласа шығармалылар. Чүнки бұл кібі ғайелер халқымызға чоқ мұйым. Работа над постановкой этой пьесы, этим перформансом длилась 5 месяцев репетиций, подбора актеров, мучительных поисков решений. Еще, конечно, многое определяется тем, что мы вынуждены были придумывать некие нестандартные решения, исходя из того, что у нас нет ресурсов. То есть, например, у нас нет костюмов, и поэтому у нас
вот этот элемент национальный подчеркивается какими-то деталями. Мы делали декорации некоторые своими руками, некоторые приходилось заказывать, и всегда это был, конечно, такой компромисс, но мы полны энтузиазма, мы полны надежд на то, что у такого начинания, у театральной лаборатории «Фенер», такой нужной нам сегодня инициативы, появятся помощники. Любой инициативе нужна помощь, нужна поддержка для того, чтобы делать больше, делать лучше. А мы хотим развиваться, у нас много планов, у нас на данный момент несколько пьес в нашем рабочем столе, которые мы хотели бы запустить. Это и пьесы, связанные с историческими событиями, и комедийные, и какие-то бытовые миниатюры, и документальный театр, новые формы театра. Все то, что мы можем объединить под названием «Театральная лаборатория».